Листаешь ленту в течение часа и понимаешь, кто ты есть в этой жизни. Ты и марафон бежал, и ультрамарафон тоже, да? Да. Бежал, и альпинистом являешься, и также дизайнером. Веду блог про анимацию, у меня есть личный аккаунт, у меня есть 3 рабочих аккаунта. Один из таких моментов настал сейчас, когда я понял, что социальные сети просто настолько въелись в мою жизнь, что я потерял контроль над происходящим. Постоянный контент, но еще хуже постоянное потребление контента. Какой смысл ехать вообще там куда-нибудь в Италию? Или... Открыл Инстаграм, полистал, и вот ты все. Какой смысл в этом все? Преодолел 100 километров в горах, да. И за сколько дней? Не дней, 19 часов. Привет, Макс, добро пожаловать в нашу студию. Привет. Мы начинаем вот этот подкаст, новый формат, и ты интересная личность, потому что ты не боишься экспериментов и над собой. И можешь сказать, какой эксперимент сейчас ты делаешь над собой? Потому что я знаю, что ты и марафон бежал, и ультрамарафон тоже, да? Да. Бежал, и альпинистом являешься, и также дизайнером. Как ты именно сейчас себя испытываешь? В чем? Вообще хотелось бы сказать, чуть-чуть конкретизировать, что лично я не ощущаю это как эксперимент, то есть я не ставлю себе так, давай посмотрим, что будет. Поиздеваешься над собой. Да, нет, такого нету. Скорее, я просто прихожу к тому, что мне это надо, что я этого хочу, что сейчас должно быть так. И это не как... давай я запишу результаты и все такое. И вот один из таких моментов настал сейчас, когда я понял, что социальные сети просто настолько въелись в мою жизнь, что я потерял контроль над происходящим в собственной жизни, так скажем. Да. Я веду блог про анимацию, у меня есть личный аккаунт, у меня есть 3 рабочих аккаунта, постоянный контент, но еще хуже постоянное потребление контента. И я решил просто, что нужно, когда ты не можешь, потому что вот это не работает, что давай я просто уменьшу количество. Я пробовал все, Не 5 часов, а 3 часа. Да, нет, это ерунда. Я устанавливал себе и трекеры всякие, которые блокируют приложение, но ты все равно можешь отключить трекер и зайти в свое приложение, когда надо. И выходит, что не получилось. То есть ты это определил как болезнь какую-то, как зависимость? Да, определенно зависимость. То есть, получается, нельзя быть чуть-чуть зависимым. Ты или зависим, или независим. Да? То есть нельзя быть чуть-чуть больным СПИДом. Или ты болеешь, или ты здоров, да? Абсолютно. Интересно. Просто все советуют, пользуйтесь просто меньше. Наша цель, наверное, этого подкаста прийти к тому, зло это или добро, и как управлять этим, да? Поделись. Стоит сказать, что я, может, в Инстаграм один из последних зашел в принципе. У меня до конца 1-го курса был только там ВКонтакте, какие-то одноклассники, где я в основном переписывался, и про контент я еще не слышал, хотя тогда это уже начало набирать популярность. Это было еще не на том уровне, как сейчас, то есть тогда ты просто публиковал какие-то красивые фоточки с каких-то своих путешествий, и люди радовались этому. Это еще не было шоу-бизнесом, это еще не было политикой, это еще не было ничем этим. Это еще не было алгоритмом. Это классное слово, над которым мы сегодня, может, поколдуем тоже. Потому что этот алгоритм в данный момент просто решает, кто мы есть, в принципе. То есть мы пытаемся уловить суть алгоритма, как блогеры, ты, кстати, тоже блогер, да, но в итоге получается, что он побеждает нас, да? Кроме этого, он показывает нам то, что мы должны видеть. То есть, если ты христианин, то он тебе будет показывать
то, что тебе тебе интересно. Ты не получишь никакой другой информации в противовес, потому что алгоритм так решил. Или ты не христианин, а стоило бы, но ты тоже не получишь этой информации, потому что так решил алгоритм. То есть вроде интернет — это такое свободное пространство, Да. где все должны, наоборот, понимать друг друга, но по сути он, напротив, отгораживает, да? И тут тут тоже интересный момент, потому что с одной стороны это плохо, но с другой стороны посмотри, что происходит в ТикТоке. Там, например, это чуть-чуть меньше работает, чем в Инстаграме, и это просто хаос. Ты туда заходишь, и это срыв башки просто, потому что там все на кучу, и ты видишь то, чего не хочешь видеть. И тут тогда тоже другая крайность. Это как в мире, да, мы сначала ведем все в какому-то порядку и приходим к диктатуре, потом всю диктатуру начинаем разваливать и приходим к анархии какой-то. Хаосу. То же самое здесь как бы к хаосу. Да. Слушай, так по сути соцсети, они ничего нового не создают? Или создают все-таки? Вот я думаю, они просто отражают то, что есть в человеке. Вот эту борьбу между диктатурой и хаосом. Две крайности. Порядком и хаосом. Да, между порядком и хаосом. И вот этот баланс, надо почувствовать, найти. И вот соцсети, вот они это просто проявляют. Это не нечто новое, это просто усиление того, что и так есть классное понятие, мне оно очень нравится, называется онтологический дизайн. Ontological design. И я впервые это услышал у Джейсона Силва, не знаю, слушаешь ты его или нет, он тоже философ и очень, очень эмоционально, экспрессивно рассказывает. И вот я впервые у него это понятие услышал. И суть онтологического дизайна в том, что мы создаем инструменты, а инструменты создают нас. То есть мы придумываем машину, но после того, как мы придумали машину, сам факт появления машины, инфраструктуры, наш образ жизни меняет нас, меняет наши мечты, меняет все. Да. И, соответственно, дальше мы что-то новое придумаем на базе машины, и оно, соответственно, тоже как бы трансформирует нас самих тоже. Получается, мы придумали соцсети, Цукерберг и другие. И теперь соцсети, в свою очередь, на нас влияют и формируют, модифицируют нас. Но это ответственность. Получается, любой клик большим пальцем на кнопку Instagram, Facebook, TikTok, это тебя переносит в новый мир, где ты должен быть ответственным. И уметь обращаться с той свободой. Вот. Интернет, соцсеть — это вот свобода. Как с ней обращаться? Я недавно перечитывал в Библии книгу «Исход». То есть там история, как народ израильский, который 400 лет был в пустыне, на пути к своей свободе, в землю обетованную, это сегодняшний Израиль. И вот эту пустыню, которую там за 2-3 недели можно преодолеть, они 40 лет проходили эту пустыню. Кружили в ней, умирали, бунтовали. И на протяжении всех 40 лет периодически они хотели вернуться назад в рабство. То есть и тут показан путь, что вот этот путь от диктатуры к свободе, но не к анархии, а к свободе, лежит через определенные правила. Да, через пустыню, через личную пустыню. И вот, 100%. Наше общество, наверное, тоже в этой пустыне, в какой-то сфере. Там Советский Союз, когда были правила, четко все работало, Сталин, многие сейчас ностальгируют о нем, все было так четко, а теперь пустыня, ответственность, жестко, трудно. Нам нужен большой брат, который управляет. Еще тут красивую такую фразу можно сказать, что для того, чтобы найтись, нужно потеряться. Это тоже аналогия к пустыне, что ты пока не понял, что значит свобода, но ты в рабство уже не хочешь. И вот этот вот момент, когда ты должен просто потеряться и потом постепенно начать собирать все в принципе, то, что делаю я сейчас социальный, своим вот этим так скажем, небольшим отказом, я не какой-то монах, который ушел, или как этот «Изгой» фильм, помнишь, где застревает мужчина на острове, придумывает себе
Несколько личностей. Да? Нет, я не такой, да. Но то, что я понял для себя, что я не могу понять. Вот я понимаю, что я не хочу больше так, как раньше, чтобы социальная сеть управляла мной, чтобы она меня затягивала. Я понимаю, что я не могу иметь сейчас, вот продолжая, например, ее использовать, я не могу взять над ней контроль. Но и как по-другому я тоже не знаю. И я отказываюсь от этого, чтобы потеряться, чтобы как бы отойти в пустыню. Да, отойти от этого и найти какие-то другие ответы или хотя бы, что это уже будет успехом посмотреть на все это со стороны, сделать какие-то выводы для себя. Да, и в этом есть твой поиск свободы. Да, и потому что когда ты... Зависимость — это и есть, наверное, тот хаос, который ты не можешь... Ну, зависимость — это и есть хаос, потому что ты ее не контролируешь, она контролирует тебя. Но вот где секрет борьбы с хаосом? Потому что сейчас хаос в головах, и этот хаос в головы приходит с хаоса в интернете. Потому что ты листаешь, там в день, например, человек смотрит 50, 100, 200 коротких видео, и они на 150 разных тем. Где развлечения, где философия, да. где еда, где что угодно. И это смешивает все. Оно вроде интересно, но поверхностно. И в итоге вот этот беспорядок с интернета наполняет беспорядок и в итоге пустотой душу. И как бороться с этим? Вот ты борешься с тем, что решил отказаться, да, на время. Жестко лимитировать. Но не все так могут. Все могут. Знаешь, я бы тут хотел сказать и рассказать о результатах, которые я получил за сколько? Уже 8 дней, как я не использую социальные сети. Вот, посмотрите, редкий человек. Homo non-social networks. Человек без соцсетей. Да. Вот он, редкий вид. Но может со временем больше таких станет. Но я уже почти решил тоже отказаться. Нет, я понимаю. Нет, вот за это время я точно понимаю, что это не тот путь, который, то есть, я хочу. Это тогда ты уже полностью избегаешь этого всего. Угу. То есть монастырь — это не решение вопроса борьбы с грехом, да? Да. Ну, то есть ты можешь быть мега просветленным и таким мега, ну не знаю, каким, где-нибудь в монастыре и рассказывать людям о философии жизни и о том, как нужно жить. Да. Ну, ты пойди поживи там в мегаполисе и попробуй свои вот эти вот философские вымышленные идеи о правде применить на практике и посмотри, что из этого будет. Слушай, вот это чисто библейские вещи. Вообще, вот читая Библию, мы видим, все эти люди, апостолы, ученики, никто в монастырь не ушел. Сейчас в нашей культуре христианской есть монастыри, люди как бы пытаются максимум к Богу приблизиться, одолевши, но Иисус к этому не призывал, и Он, напротив, посылал в города. И вот прояви свою святость в городе, и там быть примером, когда много искушений вокруг. Наверное, вот это верх. 100%. Потому что тогда ты сам для себя создаешь какую-то искусственную среду, в которой якобы работают твои правила, которые ты сам же придумал. Правильно? Ну, ты пришел в окружающий мир, где, допустим, там 2 зайца и еще 3 монаха. Ты, в принципе, знаешь, как строить с ними отношения, у вас одни и те же интересы, у вас одна и та же религия, у вас одни и те же ежедневие одно и то же. И ты на базе этого строишь какие-то представления о мире. Но мир постоянно меняется. Вот эти вот конфигурации отношений, правил и всего, они постоянно меняются. И если говорить о Библии, то я думаю, что вот эти вот законы и правила, которые там описаны, они, их нужно постоянно переосмысливать в зависимости от контекста, в который ты попадаешь. Потому что, с одной стороны, оно,
одно и то же правило может даже противоречить, мне кажется, в зависимости от контекста друг к другу. То есть в одном случае ты его понимаешь таким образом, в другом случае ты его понимаешь другим образом. И это как бы жизнь, это в принципе нормально. Поэтому Библия это не, неправильно называть Библию просто инструкцией, просто 10 заповедей и все. Нет, это книга, через которую Бог влияет на тебя, и вот Дух Святой дает тебе мудрость в ежедневных жизненных ситуациях. Ну, хотя есть очевидные вещи греховные, которые разрушают тебя, других тут как бы однозначно. Но вот даже в монастыре, наверное, иногда нужно уходить, наверное, в монастырь, в пустыню, да, грубо говоря, потому что все равно внутренние-то демоны остаются. Когда ты один наедине с самим собой. Я вот читал «Заводную птицу» Харуки Мураками, и там главный герой ищет смысл в том, что, там в Японии у них много населения всегда, трудоголики, и он ищет смысл в том, что он находит на соседнем пустыре пустой колодец, сухой колодец, спускается туда, и там просто какое-то время сидит в одиночестве, вдали, это его маленькая пустыня, его монастырь, и там ему сложнее всего, но там он находит в этом одиночестве, в этом поиске Бога, в этой молитве, он находит смысл и какое-то свое второе рождение. В общем, наверное, жизнь она такая. Есть время пустынь, время города. И у каждого человека индивидуально. Кто-то более экстравертен, ему нужно, наоборот, уединение. Кто-то более интровертен, ему, наоборот, нужно... Я, например, знаю, что я более интровертный человек. И я заряжаюсь тогда, когда я сам... с собой, в поле где-нибудь бегу, и вообще эти мирские проблемы вообще не про меня, мне там важно добежать какую-то дистанцию. И я понимаю, что для меня наоборот, когда я взаимодействую с людьми, когда я пытаюсь решить какие-то конфликтные ситуации, когда это меня развивает. Потому что с одиночеством у меня все в порядке. У меня нет проблем с вот этим вот. А как взаимодействовать с людьми и решать вот эти вот все конфликты, как вести себя в каких-то ситуациях, это уже сложнее. То есть нам нужно то, на что мы не похожи. И оно как бы дополнит нас, 100%. да? Такой общий вывод сделать. Классная мысль, слушай. Шикарная мысль. Если тебе с рождения дана сила, тренируй выносливость, как бы. Да. То есть это как разные группы мышц у твоей души, да? Если ты силен в одном, тебе нужно в другом развиваться. Okay. Да. Okay. Я хотел сказать про то, что сейчас, допустим, про социальные сети, что я понял в какой-то момент, что я не помню, закончил я мысль или нет, но я около 10 лет подряд использовал социальную сеть. Да, Инстаграм, публикуя практически каждый день какие-то истории из своей жизни и так далее, и так далее. Не говоря мы уже... все публикуем, но все-таки в итоге мы больше потребляем, чем публикуем, да? Да, но публикация это тоже достаточно, не трудоемкий, в плане того, что это и тоже имеет негативные свои последствия. Я хотел акцент сделать на том, что я социальную сеть беспрерывно использовал 10 лет. То есть не было такого, что я, допустим, какой-то период не использовал. Нет, можно посмотреть там по архиву, и у меня каждый день какие-то истории, что-то я выставлял. И вот я как бы проанализировал и пришел к выводу, что сеть начала мне заменять вещи, которые мне важны в жизни, но я просто нашел в этом какую-то зону комфорта. Например, друзья. Сейчас, да, у меня, в принципе, так получалось в жизни, что я там в Болгарии жил, и многие друзья отсюда уехали куда-то. И ясно, что у нас сейчас друзья по всему миру. Миграция, да. Но это, с другой стороны, мешает. Или, допустим, люди, с которыми ты познакомился в социальных сетях и никогда не видел их. У меня таких очень много. И в какой-то момент я осознал, что эти люди мне заменяют реальных людей. Мои друзья, которые где-то живут своей жизнью, я переписываюсь с ними, я общаюсь как бы
вроде как наполняюсь внутри, то есть я вот эту вот потребность в окружении я как бы закрываю, но с другой стороны я понимаю, что я как будто чуть-чуть себя обманываю, да? Ну, то есть это вроде как так, но не до конца. То есть интуитивно все-таки ты понимаешь, что это не настоящее. Каждый да? понимает. Как кто там, Аристотель, да, внутренний даймон, про вот эту вот концепцию мы с тобой говорили, кажется. Ну, что внутри каждого человека есть внутренний голос, который говорит, что истина, что нет. Что истина, а что нет. Аристотель, по-моему, называл это даймон. И его концепция была в том, что если ты слушаешь этот голос на протяжении всей своей жизни, то у тебя есть шанс прийти к логическому завершению своей жизни. Ну, типа пройти игру. Ну, как бы я не знаю, так это или нет, но мне нравится эта концепция, потому что ты слушаешь, ты начинаешь прислушиваться к тому, что правда, что нет, что... То есть такая мудрость с опытом. Максим, давай посмотрим на другую сторону вот соцсетей. Это дешевое, более того, это бесплатное, быстрое удовольствие. Да. И каждый имеет к нему доступ. Потому что телефоны нынче недорого стоят, и человек имеет неограниченный доступ к постоянному дешевому удовольствию. Да. Есть плюсы и минусы в этом. Какие? Как думаешь? Потом я скажу мою мысль про это. Начну про себя опять, да, и одна из причин, почему я тоже отказался. То есть, по ходу дела раскрываем и причину, почему я отказался от соцсетей, к чему я прихожу. Я люблю путешествовать, люблю находиться в природе, люблю созерцать красивые виды. И в какой-то момент я осознал, что мне социальная сеть начинает это заменять. Ты должен быть пустым, чтобы туда что-то влезло. И я в какой-то момент осознаю, что вот вечер можно было бы там пойти прогуляться и просто понаблюдать за красивыми видами. А я этого не делаю, потому что я уже устал. Я за целый день столько красивых видов наскроллил, что... И сама потребность там даже иногда думал... Ну, я ловил себя на мысли, что, какой смысл ехать вообще там куда-нибудь в Италию? Или... Открыл Инстаграм, полистал, и вот ты все. Какой смысл в этом всем? И сейчас вот просто 8 дней, и этот голод, это желание возвращается. Я уже планирую себе выходные отдельно на то, что я уеду и проведу какое-то время там. То есть это голод по реальности, да? По-настоящему цену. Это, то есть возвращается любовь к жизни, так можем сказать? 100%. И возвращаясь к твоему вопросу про быстрые удовольствия, у всего есть своя цена. И ты ее заплатишь, хочешь ты или нет. Да. И вряд ли тебе это понравится. Вот народная пословица, верно, бесплатный сыр только в мышеловке. Вот она бесплатно, дешево, и в итоге ты платишь за это тем, что ты разочаруешься в реальности. Пустотой внутренней, депрессии. Вот это твоя цена за дешевое, быстрое, многолетнее... Отсутствием смысла жизни. Да, отсутствием смысла жизни. То есть это очень дорогая цена. Вот оно вроде бесплатно, но вот как у Фауста, Гёте, да? Фауст, там что Мефистофель говорит? Ну, сверхсила, сверхспособности я тебе дам. А мне чем заплатить за это? Ничем, мне ничего не надо. Только твою душу дай мне. Да. Это бесплатно, но только твою душу. А душа это что? Где она? Дай ее пощупать. А нет ценности, тогда давай. Но душа же это самое ценное, что есть в человеке. Вот этот смысл, вот этот, божественная искра в человеке, вот она и есть душа. И в итоге люди, если они реально в зависимость попадают, они разменивают свою душу на это. То есть и другая сторона. Ценное, оно всегда дорого достается. Это опыт, знание, сила, спорт, это все, что угодно. Оно не будет вот так скроллением доставать. Это пот, это боль, страдания. Ну и вывод, кстати, скоро Пасха, зрителей, Христос воскресе. Самое ценное, что имеет человечество, исходя из библейского христианского мировоззрения, это благодать. Это спасение по вере в Иисуса Христа.
И это самое ценное, что мы имеем, мы получили благодаря страданиями смерти Христа на кресте. То есть Он заплатил высочайшую цену за это. Бог унизился, стал человеком, чтобы нам подарить. То есть оно нам бесплатно достается по вере, но за это кто-то заплатил. Понимаешь? То есть это никогда не бывает дешево. Какая альтернатива тому, что ты сказал про то, что сделал Иисус? То есть какая альтернатива? Кто хочет страдать? Никто не хочет страдать. Но важно задать себе вопрос в этой жизни, а какая альтернатива? Ты все равно будешь страдать. Хочешь ты или нет, ты будешь страдать. Но ты выбираешь сам, будет ли в этом смысл или не будет. И тут интересно про социальные сети тоже из моих наблюдений, что в какой-то момент, листая вот это вот все, на нас же работают. Ну, то есть нам продвигают различные товары, нам продвигают различное мышление, различные культуры, различные, самое плохое, ценности. Над нами проводят опыт. Да. Ну, и зарабатывают деньги. И мы согласны, да. Потому что мы получаем удовольствие да. от этого. И то, что, на чем я себя снова словил, и причина, почему я отказался на какое-то время, это то, что я понял, что в какой-то момент ты начинаешь вот в этот круг входить, а у этого круга нет конца. То есть, лента никогда не заканчивается. Да. Она бесконечна. То есть, что ты делаешь? Ты, например, начинаешь скроллить ленту, и у тебя формируются какие-то ценности. А какие там ценности могут быть в Инстаграме? Ну, зависимо, у каждого свои, потому что алгоритм решает, и он тебе эти ценности все равно транслирует. Но и неважно, кто ты, алгоритм все равно тебе будет продвигать такие ценности, которые в коммерческом смысле выгодны кому-то. Чуть-чуть сложная, может, мысль, но то есть он тебе будет показывать то, что все равно приведет тебя в материальные какие-то круговороты. Да? И вот эти вот все, допустим, истории успеха, машины, яхты и все прочее, сейчас оговорюсь, я ни с коим образом не преуменьшаю ценность денег. Деньги являются одной из ценностей, которая делает нашу жизнь лучше, комфортнее и так далее. Но каждый должен понимать, почему он этого хочет. Многие хотят яхту. Я сам хотел яхту, пока я не поплавал на яхте. Честно. И пока я не узнал, сколько вообще это стоит, во-первых. Во-вторых, сколько об этом нужно думать. И яхту нужно чистить каждый раз от ракушек, у нее дно вот это вот все покрывается. Там парковка стоит кучу денег, на зимовку яхту оставят кучу денег. Там одна деталька ломается, и ты влетаешь на 5000 евро. Куча всего, и ты понимаешь, что этой жизнью ты должен жить. И вот Инстаграм что делает очень плохо, он показывает нам эпизоды жизни разных людей, какие-то красивые эпизоды. Мы начинаем этого хотеть, но мы до конца не понимаем, что это значит. Какую цену они платят? Да, потому что когда это становится твоим образом жизни, появляется много всего другого. Многие грезят о путешествиях. Но кто реально взял на себя рюкзак и попробовал месяц автостопом попутешествовать? Я пробовал. Я вам знаю. Я вам скажу, что мыться негде. Приходится стоять и ждать машину и верить в Бога, что он тебе ее пошлет где-нибудь. Там искренние молитвы, да? Да. Приходится идти по 4 часа под дождем. Да, ты выставишь красивую фоточку, но ты платишь все равно эту цену. И, соответственно, то же самое и богатые люди, которые мы смотрим, они тоже платят свою цену. Вот сейчас новость, Аяз. Буквально 5 лет назад мои знакомые ходили на его эти бизнес, шоу-бизнес, это все, а сейчас его закрыли за мошенничество. Но он транслировал эту красивую жизнь и показывал, но и сейчас платит какую-то цену. Неважно,
правда это про мошенничество или нет, цену-то он платит все равно. То есть, если ты желаешь каких-то благ для себя, ты тоже должен понимать, что кто-то захочет эти блага у тебя отнять. Соответственно, на том уровне у тебя будут другие проблемы. Не только вот это вот все красивое, как рисует нам Инстаграм. И вот это самое плохое, что... Нет, это не самое плохое. Самое плохое то, что может оно тебе и нужно. Но Инстаграм отдаляет тебя от вот этого вот признания самому себе, что оно тебе нужно. То есть, может, ты должен быть самым богатым человеком в этом мире. В истории Гагаузии. В истории Гагаузии, да. Кстати, кто самый богатый гагауз в мире? Я не знаю. Кстати, надо загуглить. Следующее твое видео будет. Окей, но за это всего цена. Но я уже дальше провожу мысль о том, что ты должен понять, что ты, а что не ты. И ты не можешь это сделать в Инстаграме, потому что там ты облучаешься постоянно тем, каким тебя хотят видеть люди, которым это будет выгодно. Может, ты должен быть каким-то аскетом и жить какую-то аскетичную жизнь, или ты должен быть каким-то странником, или это просто должен быть какой-то эпизод из твоей жизни, но ты сам внутри должен хотеть этого, как минимум, и знать, какую цену ты будешь за это платить, и быть согласен с этой ценой. Да. Вау. Я, знаешь, еще что подумал? Рассуждал о теме трансформации идолов. Идол. Идол, это истукан или какая-то вещь, предмет, которому люди придают ценность намного больше, чем он есть на самом деле. То есть одухотворяют что-то неодушевленное. Да. Идолы, может быть, что угодно. Но вот я вижу, что один из главных идолов современности, вот этот гаджет, ведь, сколько он стоит? 2, 3, 4, 5 тысяч лей, да? Несколько тысяч. Но люди ценят его дороже, чем 2000 лей. Времени проводят с ним больше, чем он того стоит. Вот физически его цена одна, но мы ему даем надбавленную стоимость. Да. Он как бы становится другом, с чем-то, от кого мы ожидаем чего-то. Это наш помощник, да, без Гугла все, никуда не денемся, книжки не нужны, читать, запоминать не надо. И в итоге смотришь, это идол, вот этот золотой телец, вот это Астарта, вот это Молох, вот, все эти знаменитые идолы. Вот это своего рода современный бог. А следующий бог, идол, в кавычках бог, да, может быть, будет искусственный интеллект. Кстати, отдельная тема интересная. Да. Что отличает Бога истинного, да, от идола в том, что Бог не нуждается в том, чтобы его одухотворять. Он и сам является вот этим, сам по себе является духом, смыслом, силой. И ты согласен, что телефон это идол? Или может стать идолом? Для кого-то, да. Для кого, какие там, раньше это же были какие-то скульптурки, да? Да. И я уверен, что для каких-то верующих людей эти скульптурки ничего не значили, а для других они значили все. То же самое, я думаю, и не только с телефонами, и с машинами, и со всем остальным. Наверное, тут, опять же, что такое идол? Это, наверное, не сам предмет, а тот образ, который этот предмет на тебя проецирует. Если так, чисто с какой-то психологической точки зрения. Как работают инфлюенсеры, да? Буквально недавно смотрел про бренд, что есть люди, которые... допустим, ты придумываешь стаканы, да? Ты продаешь стаканы, и ты хочешь, чтобы твои стаканы покупали больше людей. И ты находишь человека, который, я не знаю, какую-нибудь Дженнифер Лопес или еще кого-то, кто будет пить из твоих стаканов и говорить, какие они хорошие. И как работает брендинг? Брендинг, есть много людей,
которые хотят быть как Дженнифер Лопес, выглядеть как она, иметь такую жизнь, как она. И, ну, в общем, они хотят, может, не быть ею, но быть как она. И, соответственно, первое, что они сделают, чтобы быть как она, и самое дешевое, конечно же, не пойдут и не будут там пахать в зале по несколько часов, как Дженнифер Лопес. Она же танцевала и проводила в зале много-много часов, чтобы выглядеть так, как она выглядит. Они не пойдут учиться пению, да. Она певица. Да. Они не пойдут учиться пению, а они купят стакан. Стакан, да. И я думаю, вот это, как бы это смешно не было, мы все так делаем. Я помню, знаешь, я очень четко помню, когда я первый раз в жизни с этим столкнулся. Это, наверное, очень круто, что я это так... У меня компьютер появился относительно поздно. Вот когда мы застали эту эру еще без компьютеров, да, и... Мы, кстати, единственное поколение, наверное. Сейчас на промежутке, да. Которое было на промежутке. Не было, и вот они стали. Да. И у моего друга был компьютер, я годами сидел рядом с ним, вот, и смотрел, как он играет в игры. Мне было как-то... Ну, он иногда мне давал поиграть, но в основном я смотрел, как он играет. Но все равно это был как бы новый мир. И я помню тот момент... Ну, и как бы и в школе уже все разговаривали про игры, у всех какие-то эти... У меня этого не было. И я помню в тот момент, когда мне купили родители первый мой компьютер, еще достаточно мощный. Я просто... Ну, я не знаю, было ли так на самом деле, но я, по крайней мере, так ощутил, что меня признали. Общество меня признало. Теперь у них у всех... есть что у меня спросить, а я такой, да, у меня вот оператива у меня там 512 мегабайт или еще что-то. То есть я стал частью вот этого вот общества. Я думаю, что идолы во многом, они почему и появляются? Потому что люди хотят быть кем-то, быть признанными в каком-либо обществе. И, соответственно, а общество уже диктует, какие это будут идолы. iPhone, да? То есть есть каста iPhone и есть каста все остальные. Android, да. И если у тебя не iPhone, ну, встречаешься ты с девушкой на свидании, если у тебя не iPhone, а у девушки как бы это приоритет, то ты как бы сразу уходишь в... Ну и да, окей, ладно, не будем брать отношения, но на бизнес какой-то встрече то же самое. Они же все смотрят на то, во что ты одет, какая на тебе рубашка, и оценивают тебя и, соответственно, формируют. Это может на каких-то более высоких уровнях, это в конце концов решает, продашь ты свой продукт или нет, как ты одет. Потому что с тобой не будут разговаривать люди, если ты не одет так, как положено. Может, в наше время чуть-чуть этот стереотип чуть-чуть ломается, но концепт... Еще там, где возникает пустота, человек обязательно должен ее заполнить чем-то. Мы не терпим пустоты. Иногда должен быть период пустыни, пустоты, ломки, но обычно вот мы стремимся заполнить пустоту чем-то. Или Богом, духовностью, либо идолом. Ну вот опять это книга «Исход» в Библии, шикарная книга просто. Я недавно Питерсона смотрел, как он сам с академиками, с профессорами обсуждает именно книгу «Бытие». И вот Моисей вывел народ с рабства. 400 лет они были под диктатурой. Представь, поколениями рабы. И вот историческое событие, вообще у них. Их выводят с рабства. Прошло... месяц буквально прошел, то есть они видели чудеса, все классно. Моисей, их лидер, он их вывел, все. Моисей на 40 дней исчезает, потому что он на горе, там общается с Богом, получает от него заповеди. 40 дней хватило, чтобы построить чтобы весь народ построил нового бога, башка, идола, вот этот золотой телец. Почему? Потому что вот эти 40 дней люди еще не утвердились в вере, да, в живого бога. По сути, Моисей был реально, который имел общение с Богом, все. И вот на 40 дней возникла пустота. И народ не вынес этой пустоты и обязательно чем-то захотел ее заполнить. Вот идолы, которых мы видели в Египте. Египтяне поклонялись золотому телю, мы скопируем. И плюс эти идолы они же не новые. Мы всегда, люди их плагиатят. Это что, новое, что ли? Это что, театр,
музыка, еда, спорт, тело, секс, деньги, вино, женщина. Это все классические искушения. Сколько мир существует, столько они все просто трансформировались, оцифровались, Да. и вот мы их держим в руке. Это ничего нового. Это не новый идол, это все классика человеческих пороков. Одни и те же грехи, да. Одни и те же пороки и слабости. И они в нас есть, потенциал к ним есть, поэтому это и цепляет нас в этом телефоне. Ну вот эта идея, что душа человека не терпит пустоты, и идол как попытка заполнить эту пустоту. Поэтому, когда человек первым делом утром тянется к телефону, ну это попытка заполнить пустоту души. Я Да. вижу в этом именно это. Кстати, знаешь, вот я отказался на третий день. Я рассказываю об этом, как будто я не знаю, как будто я кругосветное путешествие совершил и рассказываю сейчас. Но отказался от социальных сетей. И на третий день мой график, мой распорядок дня, мое время отхода ко сну и пробуждения нормализовался просто сам. Для меня всегда было сложно просыпаться рано. Ну, допустим, рано в 6, сейчас я не в 6, ну, скажем, я в 7:30, я сегодня открыл глаза, и я все, и я проснулся, я выспался, и вечером я также в 11 часов просто хочу спать. И что я делал раньше? Я брал телефон и перед сном скроллил. И просто, это же как, ну, все знают, как это, просто Это взял так, погружение. и 2 часа, 3 часа просто прошли, 1,5 часа, полчаса. Вычеркнутые из жизни. Причем ты умнее не стал, ты Ничего. интереснее не стал. Все. Только вырастил тревогу в себе. И вот утро чем отличается? Ты проснулся, ты не смотришь в телефон, да? И, вернее, я смотрю, ну что, я проверил, допустим, почту, клиенты написали или не написали, ну что-то вот такое вот. Все, мне больше нечего в этом телефоне делать. Это 3 минуты. И, раньше я открывал, начинал листать, и бывало, что это на час просто выбивало время. Так же и вечером. Вечером еще хуже. Вечером кто-то что-то написал, какая-то переписка. Ну, блин, это возьми, позвони, поговори с человеком, и вы, пообщайтесь, но ляжь спать вовремя. И, наверное, это то, что я действительно понимаю, что я смогу контролировать дальше. То есть, когда я верну социальные сети в свою жизнь, то, что достаточно просто, наверное, делать, это просто не брать телефон утром и вечером перед сном тоже за какое-то время просто его выключать и все. То есть антидепрессанты, успокоительные, психологи, это все не нужно, надо просто отказаться от соцсетей. Или жестко лимитировать их. То есть это не единственное. Да. Это не единственное, конечно же. Да. Я бы не сказал прям настолько масштабно. Да, я люблю радикализировать. Знаю, я тоже. Но так, конкретизируем чуть-чуть. Но я могу однозначно сказать, что тревоги на 50% во мне стало меньше, просто потому что я убрал это из своей жизни. И еще почему тревога ушла, это потому что я уже об этом сказал частично, что ты открываешь Инстаграм, и, допустим, ты работаешь, у тебя не совсем удачный день какой-то, или просто много работы. И ты открыл этот Инстаграм, и там какой-то твой друг, знакомый или просто блогер, за которым ты наблюдаешь, где-нибудь на Мальдивах, ребята, привет! И у тебя все включается. И у тебя злость, зависть. Ты начинаешь недовлетворенность своей жизнью. Хотя этот же человек может там через 2 часа сесть за работу, или этот же человек там приедет со своего отпуска и будет, то есть заплатит свою цену, имеется в виду, за все вот это вот. А ты в это время корил свою жизнь за то, что у тебя там что-то не так, и, то есть... Вместо того, чтобы радоваться тому, что есть. Да. И это, кстати, да, это тоже очень важный фактор. Ты фокус своего внимания начинаешь переносить на то, чего у тебя нет, вместо того, чтобы обратить внимание на чем ты одарен. Это, кстати, очень классная мысль тоже. Я об этом не думал, но это тоже такой важный фактор. Это прям как в «Алхимике» у Пабло Коэльо. Он ищет сокровища по всему свету, в итоге находит его рядом со своим порогом, с порогом своего дома.
То есть это мы ищем его, скроллим по всему свету, а оно вот тут. Вот он, Бог рядом. Смысл, радость, родина, родители, друзья, все здесь. Мой дед, например, большую часть своей жизни не покидал Кангаза. И у него было все нужное для жизни. Друзья, любовь, радость, работа, отношения. То есть все было. Понимаешь? Сегодня мы расширились и в итоге стали несчастнее. Я не против технологий, да. мы пользуемся, мы блогеры вообще. Да. Сегодня народ нас слышит благодаря этим технологиям, которые мы сегодня ругаем. Да. Опять же, очень большой вопрос, который передо мной стал, и, к сожалению, у меня нет на него ответа, можем подискутировать. Я, в принципе, и согласился, одна из причин, почему я очень захотел прийти поговорить на эту тему, потому что, на самом деле, я не ответил до конца себе на какие-то вопросы, которые... И один из них, а что дальше? Я понимаю, что я примерно понимаю, как я могу ограничить свое потребление. Но с другой стороны, нечестно получается только публиковать, а других не смотреть. Вот. То есть вы все меня смотрите, а я вас не буду никого. Да. Видишь, и большой вопрос. И еще, ты когда это делаешь, вот сейчас очень много продвижения в Инстаграм и так далее. Мне в один момент от этого всего стало противно, потому что тебе как будто втюхнуть что-то пытаются. Даже если это что-то ценное. Но все равно как будто ты хочешь кому-то что-то продвинуть. Мне самому от этого становится слегка противно. Потому что это чуть-чуть нечестно уже. С одной стороны нечестно, с другой стороны ты борешься с алгоритмами. И если тут вопрос такой, допустим, взять твой канал. Да? Если ты не будешь бороться за то, чтобы тебя услышали люди, то эти люди услышат что-то другое, чего, может быть, не так уж и полезно было бы им слушать. Да? Народ по-любому будет что-то смотреть, слушать, читать, потреблять. Да. Пусть среди этого будет и свет, и добро, и любовь. Мы вдохновляемся Словом Божьим. Пусть там... Вот, собственно, меня это тоже вдохновляет. Одна из мыслей. Что ты просто Я даю часть... альтернативу. Да, мы даем альтернативу. Да. Еще одна часть. Это как-то... в принципе, мы же возвращаемся к прекрасной идее. Цукерберг же не хотел изначально всех сделать рабами своей воли. Хотел дать какую-то площадку, на которой люди обмениваются мнениями, фотографиями, информацией. Оно же не сразу приобрело такой вид, как сейчас. Это был процесс какой-то. Про путь, что дальше? Я тоже думаю. Это дракон. Он может нас уничтожить, сжечь, поцарапать. А мы можем его, как в «Аватаре», можем его обуздать и подчинить себе. И чтобы этот дракон был не врагом, а чтобы мы на нем летали. Помнишь в «Аватаре» классная карта? Вот здесь надо вставить ее. Как он свои волосы к нему втыкает. Это еще концепция Георгия Победоносца. Просто... То есть все, что драконы, это не мои слова, это Джордана Питерсона, кто посмотрит, кому интересно, пусть посмотрит. Но мне эта идея очень нравится. И я, в принципе, в жизни очень часто руководствуюсь и задаю себе этот вопрос. То есть руководствуюсь этим принципом в жизни, стараюсь. И чем дальше, тем больше, потому что очень много искушений этого не делать. Какой принцип? Принцип того, что этот дракон, он до тех пор дракон, пока ты его не осознал. То есть, если есть какая-то проблема, и если ты не пытаешься разобраться в этой проблеме и разложить ее по полочкам и понять, что это за сущность, это гидра, который, как в Геркулесе мультик, он рубит головы, а на месте них растут еще десятки новых. И, соответственно, так во всем. Я сейчас это и в здоровье пытаюсь применить, и в спорте, и во всем. То есть есть причина, почему я не прогрессирую в беге. Есть эта причина. Надо найти ее, осознать, понять. Пока я просто об этом думаю как о чем-то очень таком эзотерическом и магическом, и не пытаюсь конкретно поставить вопрос. Трезво реально. Да, разобрать это на детали, на крупицы и осознать это будет драконом, который будет меня всегда побеждать. Но как только я разобью, мой бег, темп у меня такой, скорость, пульс у меня такой,
питание, соли, одно другое. Так, здесь, допустим, каденс, вот сейчас пробег, если говорить, каденс у меня слишком медленный. То есть я переставляю ноги слишком медленно, а делаю шаги слишком быстро. Больше энергии потребляю. Нужно делать шаги меньше, и таким образом я увеличиваю скорость. Честный анализ и все. Анализ. Но до этого это просто дракон, который тебе кажется, что это нереально просто дальше бежать быстрее. А по факту реально. И вот так вот реально. Ты ускоряешься в 2 раза, просто разобравшись в этом. То есть первый шаг к решению — это осознать. Ну, собственно, путь к исправлению и освящению — это осознать свои греховности, своих драконов, 100%. Признать себя в яме, идеальный на дне, пример. горький. Конечно. На дне. Признать себя, да? Да. Окей, признал. Слушай, признание это вообще, наверное, знаешь, так 50% пути просто уже сразу. 50%, но еще не все. Да. Потому что есть алкоголики, которые признают себя алкоголиками, но ничего не меняют. И есть зависимые от интернета, кстати, много пожилых людей зависимы от интернета. Да. 60-70, это уже еще не больше, чем, Даже больше, да. Это, мне кажется, это опять вот эта попытка заполнить пустоту. Да. То есть второй шаг — осознать одно, но дальше надо что-то сделать с этим осознанием, наверное. Научиться управлять. Для меня осознать значит, вот взяли параллель с бегом, буду ее как-то параллельно проводить и рассуждать. Кстати, ультрамарафон, ты пробежал? Ну да, это сколько? 100 километров в горах, да. Это 100 км. Трейл. И за сколько дней? Не дней, 19 часов. 19 часов 30 минут. Ну, как бы мы не бежали все время, был дождь 3 раза шел, бежали ночью, как бы грязь, все как надо. Из этого, это вообще отдельная тема, о которой можно говорить, но, допустим, чтобы люди примерно понимали, почему я говорю про бег и почему из этих 100 километров, вот ты сколько максимум бежал? По-моему, 15. Еще когда вольной борьбой занимался лет 8-10 назад. То есть из 100 километров, последние 30 километров я бежал на вот таких вот мозолях на ступнях. То есть вот примерно могут люди понять ситуацию. Это чисто на воле. На воле. Да. Это чисто на том, можешь ли ты себе ответить на вопрос, почему ты будешь продолжать и не откажешься. Это не про бег, это не про спорт, это не про ничего такого. Да. Макс, ты, пробежав 100 километров, ты человек с сильной волей. И вот ты можешь отказаться от соцсетей на время и затем научиться управлять ими. Не полностью отказаться, не уйти в монастырь от соцсетей, а вот жить в этом обществе и управлять этим драконом. Но разве все так смогут? Разве у всех есть такой потенциал? Честно, я себя не считаю человеком с какой-то суперсильной силой воли, поверь. Я смотрю на многих людей, которые живут, допустим, обычной какой-то жизнью. Как обычной. У каждого свои, конечно, проблемы и так далее, но я имею в виду в классическом понимании. Я понимаю, что я бы не смог так. Там, я не знаю, люди, которые... Работа, да. Семья, работа или там... Я всю жизнь занимаюсь фрилансом, бизнесом, и я проработал... в сумме, может быть, год на наемной работе, я не могу, у меня нету такой силы воли к этому. То есть, каждый в чем-то силен, и эту силу можно направить и в эту, да? Да, мне кажется, что то, что придает мне силы всегда, и в марафоне, и вот в этом вот с Инстаграмом, это один простой вопрос, что я теряю. То есть обратная сторона, не то, что оно мне дает, потому что вот недавно у Артемия Лебедева, дизайнер один русский, у него есть студия, прочитал пост, как он бросал курить. И он говорит, что там большую часть своей жизни курил там и буквально по 2 блока сигарет в неделю скуривал. И в какой-то момент он там прочитал какую-то книгу и просто перестал курить. Но меня не это как бы впечатлило, а то, что он сказал, что я все время думал, что вот я брошу курить, и вот просто мир развалится. Что что-то прям капец изменится в моей жизни, и что-то произойдет. И он говорит, я просто
был в шоке от того, что ничего не изменилось. И в принципе, я тебе скажу, что все так. Я пробежал марафон, что это, что-то изменилось? Ничего не изменилось. Большинство людей даже это осознать не могут. Просто ты говоришь 100 километров и просто не может оценить. Я отказался от сахара практически. Сейчас чуть-чуть употребляю, но где-то полгода вообще не употреблял сахар. Ничего не изменилось. Я сейчас пытаюсь как бы улучшить свое питание и отказываюсь от определенных продуктов, и опять же ничего не меняется. Просто на место этого приходят какие-то новые продукты, о которых ты узнаешь, какие-то новые занятия, которыми ты заполняешь эту пустоту, но ты уже сам выбираешь. И вот тут вопрос, вот отвечая на твой вопрос, другие люди. Мне кажется, что просто ты в какой-то момент задаешь себе вопрос, а что если я это, что я теряю, не проявив эту силу воли. И иногда это, в моем случае это перевешивает. То есть я понимаю, социальные сети, я потерял контроль, я теряю время, у меня тревога, у меня нет полноценного общения с друзьями, я не путешествую, я не творю так, как могу творить, потому что художник должен быть голодным, в смысле пустым, чтобы что-то создать. Разве есть еще причины мне Каждая из них уже достойна. Да. Того, чтобы и так во всем в жизни. Ты просто... Я иду от обратного всегда. Если мне нужно что-то изменить в своей жизни, я ставлю в противовес то, что я теряю. Сахар. Я бросил сахар, потому что в какой-то момент я переборщил, у меня начались проблемы с кожей. И я просто поставил это на весы. Я понял, что, вот это моментное удовольствие, что я там шоколадку съел с проблемами со здоровьем, извините, это просто как взвешивать перышко с 16-килограммовой гирей. То есть научиться управлять этим драконом, вот как, задать себе вопрос, а что я потеряю, если я не научусь контролировать это, да? То есть оно меня проглотит, сожрет. Да. То есть надо проекцию до конца провести и представить себе, упасть на дно, то есть представить, что произойдет, если я продолжу. Это очень хорошая стратегия во всем, мне кажется. Мы склонны думать моментом. И я думаю, что это достаточно сложно представлять вот так вот наперед и утрировать. Мы с тобой, мне кажется, в этом хороши. Да? У нас есть это чуть-чуть преувеличить, чуть-чуть приукрасить. И я не знаю, чему это приведет в итоге. Да. Но смысл в том, что это помогает, когда ты преувеличиваешь. Окей, я сейчас потерял контроль над социальными сетями. Вот 5 вещей, которые сейчас происходят. Через 20 лет мне будет 50. Вот это умножить на 50 лет. Вот это равно я что? сейчас открою по 4 часа в день у меня, а иногда и по 5, уходит в социальных сетях. Можно трекер поставить. Поставьте себе трекер и посмотрите. И умножьте просто на вот эти сколько? 20 лет. И вы просто поймете, что это не равносильно. Это как раз мы вернулись к тому, что ты все равно платишь. И это та цена. Ты платишь эти 5 часов, которые ты мог провести с семьей, ты мог провести с природой, с Богом, просто, не знаю, изучая что-то, просто втыкая в какую-то точку. Ты посвятил этому. И, по-моему, все равносильно. Не знаю, насчет скроллинга, тоже инсайт. Да, честно, я много интересных вещей вижу, допустим, по стилям, что люди, какие новые стили художники придумывают. Таким образом я узнаю о каких-то новых художниках. Очень полезно. Но с другой стороны, я думаю, а единственный ли это способ получать то самое ценное, что мне нужно? И я осознал, что есть
намного лучше способы, которые как раз соответствуют другим ценностям в моей жизни. Например, есть такая штука «Колесо баланса», знаешь, где ты пишешь разные сферы своей жизни, там здоровье, семья, и ты можешь в любой момент жизни оценить, насколько балансирована твоя жизнь. Да. И вот, допустим, в разделе развлечений или яркость жизни, так называемый, у меня... Шишка. Не шишка, но одна из... Я определяю для себя, что значит для меня яркость жизни. Да? То есть на каждую сферу я даю для себя лично описание. Здоровье, что это значит для меня? Семья, что это значит для меня? Да. То есть как ты будешь оценивать свою нынешнюю ситуацию, если ты не поставил какой-то критерий. Так вот, в яркости жизни у меня, например, посещение каких-то конференций, каких-то этих мастер-классов, фестивалей, это для меня ценно. То есть я не пойду на какой-то музыкальный концерт, мне это не так интересно. Ну, может, пойду, но я имею в виду, что это не даст мне ту яркость жизни, которую я получу на каком-то классном семинаре по компьютерной графике. И вот я смотрю, окей, я в Инстаграм, использую Инстаграм для того, чтобы находить эти стили, и не езжу на эти фестивали, хотя могу это делать и получать эти стили сразу оттуда, знакомясь сразу с этими людьми. Приколи, как сразу решается эта проблема. То есть скроллинг в этом смысле не нужен. Ну, есть преимущества соцсетей. Например, Давай. подкасты можно делать. Да. И кусочки ставить, да? Да. Свобода творчества. Ну, это тоже блогинг, это творчество какое-то. Вот, ну, смотри, вот есть площадка, люди используют ее, чтобы хвастаться своими путешествиями, провоцировать зависть у кого-то, а у себя вздувать свою гордость. Хотя эту же площадку можно использовать как образовательную платформу, так? Да. Как творчество какое-то. И так, но видишь, оно же в нас есть, вот это потенциал к злу, к греху, ну, эти классические светлые грехи, да, гордость и прочее. И вот и люди все равно скатываются туда. Понимаешь? Ты вот что угодно сделаешь. Школа. Казалось бы, ну Да. это прекрасно, учитель, ученики. Церковь, но казалось бы. Да, и церковь тоже. То есть оно было задумано прекрасно. Но люди, если они отдаляются от Бога, от вот этого постоянного источника добра, света, любви, от Христа, то в итоге они все будут неизбежно коверкать и портить. по-своему. Понимаешь? И будут создавать своих идолов, своих драконов, и в итоге страдать от этого. И друг другу один раздувает себе гордость, другой раздувает себе зависть. Оба пользуются соцсетями. А можно. Один создает полезный материал, другой учится у него. Понимаешь? Вот есть две схемы. Что выбрать? Злую или добрую? Ну, люди в основном зло выбирают. Эйнштейн же изначально атомную, да, ядерную энергетику, он же изначально придумал, как, ну, чтобы электричество, энергию давать людям. Да. А в итоге даже еще при его жизни из этого бомбу сделали. То есть, ну, это все то же самое. Соцсети, может быть... Что это? Что это? Вот что это? Почему? И можем ли мы что-то сделать с этим? А мы вернули к теме. Это наши демоны внутри нас. Демоны на уровне людей. То есть... Ну, это вот мотивы, это внутренние характеры. Добро или зло победит, Бог или дьявол. И вот эта борьба света и зла, да, Бога и дьявола, вот она в соцсетях проявляется тоже. Пока видно, что побеждает зло, тьма. Если для того, чтобы избавиться от этого, нам нужно оставить на время, чтобы оздоровиться и понять вообще, что это такое. Пока это зло, я так вижу. Это, в общем, часть вселенской борьбы. И я надеюсь, что наш подкаст это все-таки лучик света. Это все. Мы на стороне света. Да, я тоже Мы же ничего не рекламируем сегодня. Пока что. Но хочу воспользоваться случаем, и вот у меня тут, ладно, я шучу. Кстати, про свой канал можно сказать не в качестве рекламы, а ты реально полезный контент делаешь. Да. Мы там ссылочкой поделимся. Ага, ну вот мы вот прям совсем ничего не рекламируем. Но мы хоть честны в этом, знаешь. Да. Ну, мне нравятся мультики, потому что я знаю, как они создаются. Я знаю, сколько это труда, сколько вообще художников работают над этим всем.
И мы привыкли там ходить в какие-то музеи и там смотреть на одну картину и восхищаться ей. И мы также можем посмотреть какой-то мультик там новый от Disney, над которым работало, например, 4000 художников, и сказать, как-то не то. И смотреть на какую-то картину одного художника и восхищаться ею, как будто... Ну вот для меня это что мультфильмы — это очень сложная и интересная индустрия, в которой работает очень много творцов, в которых запечатываются очень интересные философские идеи. В первую очередь мне интересно то, как это происходит. То есть, и я в какой-то момент подумал, мне нужна мотивация. Вот, кстати, о пользе социальных сетей, да. И я подумал, мне нужна мотивация, чтобы я более дисциплинированно изучал эту тему, потому что мне интересно, но я не нахожу времени. И я подумал, если у меня будет блог, в котором я буду об этом рассказывать, как-то структурировать эту информацию в первую очередь для себя, и кому-то она будет полезна, супер, то есть я так закрываю свою вот эту вот дисциплинированность вот этим вот моментом. Ну, знаешь, это было так, в какой-то момент, когда это начало смотреть больше людей, уже возникают там какие-то обязательства, как ты это скажешь, то есть другая какая-то сторона, которая именно социальные сети накладывают на тебя как площадка. Ты уже не такой свободный в этом плане. Мы всегда будем ограничены инструментами. Ну да, наверное. Всегда. Любая платформа, любая площадка. То есть, и любое искусство. Оно в чем прекрасно, в чем-то оно ограничено. Ну хотя, даже слово. Давай, потому что я сегодня принял такую позицию типа против социальных сетей, но что действительно я в блоге у себя, и, возможно, и ты у себя, я нашел много единомышленников. Действительно, мне не хватало в какой-то момент людей, которые бы вот разделяли бы мою вот эту вот любовь к мультфильмам и как они создаются. Именно вот к этому. У тебя канал про анимацию называется. Да, про анимацию. Я там разбираю то, как вот беру там Шрек, да, и какие технологии использовались для создания там кожи, то, о чем люди не задумываются, там, что над чем-то люди работали, там, для какой-то маленькой, например, в Аладдин. Вот этот вот ковер-самолет — это изюминка этого мультфильма. Мы этого как бы не замечаем, но на тот момент это был прорыв в компьютерной графике, потому что они его рисовали от руки, а текстуру накладывали в компьютере. То есть такие вещи, которые, как бы не... И я нашел там людей, с которыми я, допустим, могу чем-то обменяться, поделиться, почувствовать себя, наверное, вот понятым. И мне кажется, блог — это очень классная штука, в котором ты сам и в котором другие люди могут найти единомышленников и не чувствовать себя одинокими в каких-то вопросах, потому что часто у нас нету рядом людей, которые могли бы нас просто понять. Да? Приходишь там к другу и начинаешь ему об этом рассказывать, ему об этом не интересно, и рядом нету никого. Так что, да, наверное, это большой плюс. Ну да, это как глобальная деревня. Мир слишком большой, чтобы деревня. Но есть через интернет и соцсети, он становится деревней, то есть все друг друга о друге все знают, и легче найти друг друга. И вот этот клуб единомышленников легче создать благодаря интернету. То есть вот этот алгоритм тот самый, да? С одной стороны, это бич такого времени нашего. Тут его дьяволом назвали, да, драконом. Но с другой стороны, он мне помогает реально найти людей-единомышленников, которые вместе со мной исследуют. Мне нравится, мы там делимся, кто-то мне подкидывает какие-то идеи, посмотри вот это, узнай об этом. Я-то сам же я никогда мультики не создаю. Я занимаюсь компьютерной графикой, но анимационные фильмы я не создавал с персонажами и так далее. А я там встречаю как раз людей, которые в этой сфере, которые делятся своим опытом, и я таким образом еще узнаю об этом. Так может зло не в алгоритме, а в нас? И добро не в алгоритме, а в нас? Это просто зеркало. О, волшебное зеркало. Инсайт у меня сейчас. Да.
Свет мой зеркальце, Открываешь- скажи, да всю правду доложи. Так это ж был iPhone. Открываешь, Сказки этой. открываешь, точно? Это с Сирием он разговаривал. В сказке. Точно, чат Так GPT. Пушкин пророк, слушай. Открываешь свой Инстаграм, сейчас эксперимент, листаешь ленту в течение часа и понимаешь, кто ты есть в этой жизни. Потому что алгоритм тебе показывает то, по сути, кем ты являешься. Да. Что тебе интересно, хочешь узнать о себе всю правду, зайди, посмотри, какие приколы ты скидываешь своему другу. Лучше любого теста психологического. 100%. Здесь ты не соврешь. Интересная тема, смотри, какая она, такая, то есть даже не тема, а феномен вот этот вот, потому что это последние сколько? Да даже 10 лет, по-моему, нету, когда это обрело вот такой вот масштаб и характер. Да. Последние. Макс, закругляясь, мы все-таки из Гагаузии, мы в Камрате живем, да? И имеет ли гагаузское, в смысле Гагаузия, юг Молдовы, вот это пространство соцсетей, свою специфику? Или это вот все глобальные процессы, вот они здесь, либо есть какие-то добавочные свои моменты? Я думаю, что есть. Все, что мы говорили, оно там, но плюс вот наши особенности народного характера, они еще отражены в соцсетях. Ну, это как, знаешь, хочешь узнать, что интересует людей, посмотри 10 основных запросов в Google, что в этом регионе людей ищут, и ты поймешь. Ну, вот я так думал, особенности гагаузского интернет-медиапространства. Так, давай, интересно. Ну, слушай, это самый популярный блогер у нас, это шутки, развлечения. Юмор. У нас народ веселый, да? Юмор. Юмор, да, да. Жизнь тяжелая, что остается? Да, Остается да. Мы шутить. тут в нашей студии часами готовим сценарий, монтируем, думаем, переводим. Мы вот снимаем, ну там пару тысяч просмотров есть. Человек в подвале взял аккордеон, выпил стакан вина, с друзьями снял на переднюю камеру, плохое качество, трясется, выложил, 500 000 просмотров. Ну, Что? То есть люди любят радость, веселье. это да. Да, но есть люди, которые знания тоже. То есть это вот наша специфика, наверное. Плюс пропаганды много. То есть заказной информации. Но потом Молдова, Гагаузия на перекрестке политических течений. То есть и это все отражается в интернете тоже. Вот это, наверное, наша особенность. Ну, плюс язык, на гагаузском мало, на русском много. Ну, то есть как вот в жизни, так оно и в интернете. Можешь ты добавить что-то про специфику гагаузского медиапространства? Ну, у меня аудитория не ограничена Гагаузией. Даже, можно сказать, я даже не знаю, если у меня кто-то с Гагаузии. Если есть, напишите, мне будет интересно знать, кто из подписчиков здесь меня смотрит. Но я с тобой, в принципе, согласен, что вообще много всего можно вывода сделать, просто понаблюдав за основными запросами, за тем, что кто что смотрит. То есть идеальный блог для гагауза — это что-то такое народное, такое... В следующий раз одеваешь легкое. национальный костюм. Вот, национальный И костюм. берешь стакан вина. Потом- Хотя бы как декорацию. Потом следующее. Никаких философских тем. Все должно быть вот простенько, да? 50% русский, 50% русский, 50% гагаузский, 50/50. Что еще надо для идеального гагаузского блога? Ну, пообсуждать Придумай надо обязательно Политику, кого-то. Да. кого-то обсуждать, знакомого, кто где живет, кто где был, где работает. Да. Ага. Ну вот, кстати, вот это будет подкаст. Надо просто камеру в подвале поставить и куда-нибудь. И вот, Ну, так мы сейчас делаем примерно то же самое, как бы. да, но мы стараемся не людей обсуждать. Вообще людей обсуждать дело неблагодарное и опасное. Мы стараемся идеи обсуждать. Но мы же тоже влияем, получается. Знаешь, но через идеи. ну, опять же, вот, наверное, мы к этому и пришли, да, что ты должен быть... Я, наверное, с этим ответом сегодня уйду, что ты должен быть альтернативой. Потому что мы сейчас немножко некрасиво сделали, мы сейчас выставили
как бы гагаузов какими-то обсуждающими сплетниками, и, Тоже которые... некрасиво. Часть такая, а часть другая. видишь? А какая альтернатива? То есть, тогда давайте будем этой альтернативой. Да? Может, люди бы и смотрели бы что-то другое, скажем, не только шутки и так далее. Да. А что смотреть тогда? Кроме новостей, политики, пропаганды и шуток. А что-то есть серьезное? Литература, философия, Да. психология, И поэтому, здоровье. в общем-то, это неплохая Для людей. мотивация для людей, допустим, которые сейчас смотрят, да, и которые думают, которые имеют какие-то свои хобби, увлечения, экспертность какую-то в чем-то, просто быть этой разницей, быть этим вот как бы... Голосом. Да, просто альтернативой, давай так назовем, альтернативой. Потому что слово. тут походу нет, ты не можешь в прямой борьбе это как-то победить. То есть это не то зло, где ты вытащил меч и отрубил ему голову. Ты скорее можешь быть просто как путь, который люди могут просто выбрать или не выбрать. И привести, то есть и быть самим таким человеком, который приведет людей, то есть иметь эту ответственность и сам. Потому что, делая блог, ты влияешь непосредственно на людей. Кстати, это не все понимают, мне кажется, вообще не все. Что через блог? Что ты по факту пример. Если ты... И даже я, честно сказать, не до конца осознаю эту ответственность. Да? Потому что ты где-то можешь там где-то сматюкнуться или еще что-то, а для кого-то ты пример. И мы же просто обычные люди, и мы так себя и ощущаем, и мы просто делаем контент. Но люди, когда смотрят, у них возникает вот это вот ощущение какого-то авторитета, какого-то респекта. Они, допустим, вот этот человек больше знает, ему надо довериться. Да. И они чуть-чуть перекладывают на нас, на людей, которые создают контент, вот эту вот ответственность за то, кем им быть. И, соответственно, если ты неправильный, если ты недостаточно сам, как создатель контента, осознаешь ту ответственность, которую на тебя возлагают другие люди, то, не знаю, хорошо это или плохо. С другой стороны, не быть самим собой — это тоже еще хуже. Просто, да. А с другой стороны, пусть это будет твоей мотивацией быть лучше. Да. То есть будь искренним, в том числе и в работе над собой тоже искренне. Да? Макс, спасибо, что пришел. Как-то быстро пролетело время. Да, быстро пролетело, но интересно. Я думаю, что подписчики будут тоже рады, благодарны. Всех благ тебе. Тебе спасибо. Я, честно говоря, вот мы с тобой беседуем обычно, Без камер. Без камеры. Я, честно, не почувствовал какой-то прям большой разницы между этим. Вот, то есть, это вот наша обычная беседа.